Здравствуйте, дорогие ребята! Добро пожаловать на урок русского языка. Тема нашего урока – Каныш Сатпаев, известный ученый-геолог. Сегодня на уроке вы опишите события и героев, сформулируете уточняющие вопросы по содержанию текста и о поступках героев произведения. Будете использовать слова, обозначающие количество и порядок предметов и лиц по счету. А сейчас внимание на экран. Глубоко в земле спрятано большое количество сокровищ под названием полезные ископаемые. Это природные богатства, которые люди добывают из земли и ее поверхности. Мы используем в жизни много разных предметов, даже не подозревая, что в их состав входят полезные ископаемые. Наше утро начинается с посещения ванной комнаты, а здесь можно найти множество полезных ископаемых. Самое ценное, без чего не было бы жизни на Земле, это вода, которая течет из наших кранов. Душ мы принимаем в ванне из чугуна, который получается путем сплава железа и углерода. Железо, в свою очередь, получают из руды, которую добывают под землей. В состав нашей зубной пасты входит диоксид кремния и мел. В шкафу стоят мамины кремы, в составе которых есть глина. Это тоже полезное ископаемое. После ванны отправляемся на кухню, где будем готовить завтрак на плите, которая работает на природном газе, а он находится глубоко под землей. Чтобы добавить еде вкус, мы ее солим. Соль – это тоже полезное ископаемое, которое добывается различными способами, например, в соляных шахтах. Даже когда мы болеем, нам помогают полезные ископаемые. При несварении желудка мы принимаем таблетки активированного угля. Температуру тела мы измеряем с помощью градусника, в котором находится ртуть, а ее получают из руды. Не забывайте, с градусником нужно обращаться очень аккуратно, потому что ртуть ядовита и опасна. Дома, в которых мы живем, строят из кирпича, а его делают из песка, глины и извести. И все это полезные ископаемые. Окна, в которые мы смотрим, сделаны из кварцевого песка, извести и соды. Ну и, конечно же, игрушки, которых у нас великое множество. Почти все они сделаны из пластмассы, а пластмассу, в свою очередь, получают из угля, нефти и природного газа. Вот такой замечательный видеоролик мы с вами просмотрели. А теперь задание. Вам нужно, ребята, составить 2 уточняющих вопроса по прослушанному тексту. Используя модели, ребята. Я правильно понял или поняла, что? Если я не ошибаюсь, то. Не торопитесь, будьте внимательны. Посмотрите, ребята, что получилось у меня. Я правильно поняла, что в составе крема есть глина. Если я не ошибаюсь, то соль – это полезное ископаемое? А у вас, ребята, какие вопросы получились? Я думаю, вы все замечательно справились с этим заданием. Молодцы! Мы не зря, ребята, начали наш урок с разговора о полезных ископаемых. Сегодня мы продолжаем говорить о выдающихся личностях, а конкретно мы с вами сегодня поговорим о Каныше Имантаевиче Сатпаеве. Это величайший ученый Казахстана, основоположник казахстанской науки. Прочитайте текст. Каныш Имантаевич Сатпаев родился в Павлодарской области, а знает его весь мир.
С его именем связана казахстанская наука. Каныш Сатпаев был ученым-геологом, общественным деятелем. Он открыл месторождения меди и марганца в Джусказгане и организовал их добычу. Каныш Имантаевич Сатпаев создал первый учебник по алгебре, по математике, на казахском языке. За свою жизнь он написал свыше 640 научных работ. За его заслуги перед наукой и человечеством решением ЮНЕСКО 1999 год был посвящен Канышу Имантаевичу Сатпаеву. А сейчас, ребята, информация для любознательных. В тексте встретилось предложение: за его заслуги перед наукой и человечеством решением ЮНЕСКО 1999 год был посвящен Канышу Имантаевичу Сатпаеву. Посмотрите, ребята, что такое ЮНЕСКО? ЮНЕСКО – это организация при Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. А теперь время вопросов. Почему имя Каныша Сатпаева связано с наукой? Вспомните содержание текста. Потому что он был ученым-геологом, который написал свыше 640 научных работ. Месторождение каких полезных ископаемых открыл Каныш Сатпаев? Месторождение меди и марганца в Джусказгане. Следующий вопрос. Какой учебник написал Каныш Имантаевич Сатпаев? Первый учебник по алгебре на казахском языке. Почему 1999 год был объявлен ЮНЕСКО годом Каныша Имантаевича Сатпаева? Верно, ребята, за его заслуги перед наукой и человечеством. И последний вопрос. Какое предложение в тексте соответствует данной схеме? То есть это сложное предложение с союзом А. Верно, ребята, это первое предложение в тексте. Каныш Имантаевич Сатпаев родился в Павлодарской области, а знает его весь мир. Молодцы, ребята! Я думаю, многие из вас справились с этим заданием. А сейчас попробуем разгадать секреты таблицы. Мы с вами уже знакомы, ребята, со словами, которые обозначают количество и порядок предметов при счете. Это имена числительные. Сегодня мы продолжим с ними знакомиться. Посмотрите, ребята, имена числительные, которые обозначают количество предметов, отвечают на вопрос «сколько?». А имена числительные, которые обозначают порядок предметов при счете, отвечают на вопросы «который» или «какой?». А сейчас давайте потренируемся. Вам нужно, ребята, записать словосочетание с любыми двумя словами, числительными из этой таблицы. Опирайтесь на картинки. Например, 12 домов, 12-й дом. Не торопитесь. Проверьте себя, ребята. У меня получились вот такие словосочетания. 15 книг, 15-я книга. 20 учеников, 20-й ученик. Молодцы! Я думаю, вы все замечательно справились с этим заданием, и у вас у всех получилось составить словосочетание. Сегодня на уроке мы с вами описывали события и героев, формулировали уточняющие вопросы по содержанию текста и о поступках героев произведения, использовали слова, обозначающие количество и порядок предметов и лиц по счету. А наш урок, ребята, подошел к концу. До свидания!